программа «Вести кудым карвелиш тиянкат», студия Дарина Батуева. Бур рыд, джента талуння тема зелыш. Талун Пермский край законодательное собрание депутаты с чулотиса кудым карны семинар. Кудым карны юралиш керис колем уджалан год черти и томгез. Колем неделя черти россиян МВД-лан кудым карскинима межмуниципальный отдел. Регистрируйтесь как щелк мызда сквать 296 заявлений и сообщений. Зарегистрировано 8 преступлений, 5 из которых раскрыто. Совершено 2 кражи, 1 угон, 2 мошенничества. Сотрудниками ГИБДД задержано 3 водителей за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В Кудымкарском районе полицейские установили подозреваемого в краже денег из частного домовладения. Так, 26 мая заявитель сообщил, что неизвестный, разбив оконное стекло на веранде, проник в его квартиру и похитил деньги в сумме 23 тысячи рублей. Подозреваемый задержан полицейскими и доставлен в дежурную часть. Им оказался нигде не работающий гражданин 1996 года рождения. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В Кудымкаре зарегистрирован факт неправомерного завладения транспортным средством. Зарегистрирован очередной факт дистанционного мошенничества. 22 мая в полицию обратилась жительница города Кудымкара 1980 года рождения. Она сообщила, что обнаружила в социальной сети информацию о продаже вещей. Женщина, решив купить товар, перечислила на указанные продавцом реквизиты денежные средства в сумме 7 тысяч рублей. После этого продавец больше не вышел на связь. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Муниципальное образование за юралище сда поселение Занглавая Сколасын, кудым карынчулалыс пашкет ытласа семинар. Пашкет семинар кудым карынчулатиса Пермской крайлан законодательное собрание представителей кудым карнакшиса будес районный за юралище и депутаты Моган ытлаан бери на Пермской крайлан зоралым лишер направление. Они уджалан семинар чулалыс карич культурно-деловой центрлом площадка валан. В этот раз семинар единый для всех муниципальных образований Компермянского округа, их представительных органов. И в этот раз мы будем обсуждать вопросы социально-экономического развития Пермского края. Безусловно, надеюсь, что по итогам семинара каждый депутат получит исчерпывающую информацию для последующей работы в своем муниципальном образовании и для работы с избирателями. Семинар лишь программа оштис бычам ансамбль куж уджалан луноджинния кужисо эстыны энергиян. Межмуниципальный семинар лишь участники приветствуют совещкатлищез, оджлань ветчищез группа эзен уджалым. Проблемы я прекрасно понимаю, вот вопросы уже готовили их. Они будут обсуждаться на всех 4 площадках, которые сегодня здесь организованы. Я сам буду работать на площадке по транспорту и связи. Мне кажется, это одна из таких самых значимых тем с точки зрения участия государства и роли государства в развитии в целом экономики, социальной сферы. Тем более, что сейчас век цифровых технологий у нас. И все, что касается связи, это одна из таких самых важных инфраструктурных тем, которые государство должно развивать. Поэтому все, что касается повышения качества доступности цифровой инфраструктуры, связи, создания умных систем связи, оно, конечно, очень важно сегодня. Тем более в таких территориях, как север Пермского края, достаточно удаленных, протяженных территорий, для того, чтобы человек чувствовал себя в центре событий не просто муниципалитета своего или нашего Пермского края, а в центре событий мировых, он, безусловно, должен быть обеспечен качественной, хорошей связью. Это проблема, которую государство точно должно решать в первую очередь. Это панташемвал муниципальный организм представителей сбориса территории социально-экономической зоралом, здравоохранения, коммунальная и дорожная инфраструктура, культурная среда да агропромышленный комплекс. Площадка из Волнуджалиса Пермский край продовольствие да сельское хозяйство Щерти, Пермский край культурал министра свежищ, сиджей здравоохранения министра свежищ. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Администрация юралиш Иван Механошин керис 2017 уджалан год черти итог. Городской думаешь депутаты заседания вылом Кудымкарлан глава вишташис кычулали с колем уджалан год. Администрация оджин кычам могге звалися суфтатамаш и мы шогмис зоротны. Медбаря данные черти карн олана куим дас этик тысяча, куим шо шижим дас шижим морд 31 377. 2017 года средняя заработная плата Кудымкарн Лоис, когда шижим 1000 руб. 2018 год январь меду джалун было регистрирует куим
еще, когда щижим 327 учта морд. Это ечажик, нежели 2017. Быт год кар администрация виджа бюджетищ общественный уджезвыла $1 000 000 гагыр. Мы отсала временное трудоустраивает уна мортезас. В 2017 году на условиях софинансирования на выполнение переданных государственных полномочий в бюджет города поступило из федерального бюджета 44 миллиона рублей, из бюджета города Москвы 28,5 миллионов рублей, бюджета Пермского края 393,6 миллиона рублей и внебюджетных источников 605,7 тысяч рублей. В соответствии с порядком разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ проводится оценка эффективности программ. В прошлом году 17 программ получили оценку эффективные, и только 4 программы были оценены как умеренно эффективные. Колем года администрация заротис когда советик муниципальная программа. Да щижим программа валидонтамыш кыч эффективнаешь, ноль программа умеренно эффективнаешь. Одним из механизмов повышения эффективности использования средств бюджета города является муниципальный заказ, который формируется на конкурсной основе. Всего за прошлый год по результатам конкурсных процедур было заключено 98 муниципальных контрактов на общую сумму свыше 121 миллиона рублей. Кычвишталис доклад помын юралиш 2017 года кудым Карлышов мискерну уна того планнез сиджа уджитыш и Карла Шетчик кьямыздаса годча юбилейке же. Иван Механошин надеется, что 2018 год лоасычем же успешная экономика, социальной сферы и жилищно-коммунальное хозяйство он. Кудым Карл отерлом право с дорем черты уполномоченный, чулатиса проверка и прием. Это Качань Пермский край уполномоченный с Бориса Итла Сауджалан Лун, Корня Пондаса Итлан ветлетный краят и уджавный муниципальное образование. Медбы комплексная донтная ситуация и там отерлом право искать. Павел Миков, кадичерядлан, да предприниматели злом право из дорищ уполномоченный. Чулатис кудым Карн плодотворный уджалан Лун. Быть хоть проверка из да отерас аздан примитым коста, омбудсмен торечи скажалом проблемы эзан. Сегодня я посетил следственный изолятор номер 4. Отметил, что в ряде камер требуется ремонт санитарных узлов, требуется косметический ремонт в целом камер и так далее. Вот. Жалобы поступили в связи с тем, что был изменен порядок заправки кроватей. Постельные принадлежности заворачиваются на день в трубочку, условно говоря, да, вот, и кладутся на край кровати. Считаю его бесчеловечным, поэтому в этом отношении мы будем работать с ГУФСИН по Пермскому краю для того, чтобы понять, насколько и правомерно новые требования. Еще тикшок Павел Миков подкатис учреждением, кытен олана париж отер да инвалид дез. То, что касается дома-интерната для инвалидов и престарелых, то серьезной, я считаю, проблемой является алкоголизация людей, которые там проживают. Проблема системная, которую нам необходимо будет решать совместно и с правоохранительными органами, и с учредителем дома-интерната. Кудым Карну отерлом прием уполномоченная чулатиса Итлам прокуроркат и лок тысяч акшисатыр. Павел Миков дына уна обращение с Валисаитамыш отерлыш жилищное право из джугамкат. Это программа из участки сертификат из боштем дама дикаш. Быда с проблемной ситуацией с омбудсмен боштис контролюфта. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести Кудымкар. Гаинский район у Мальту язвала нурашена олищез. Сёева поселок бездорожье важенни. Чтобы выехать из поселка Сёева, Александр Черногузов готовится тщательно. С собой всегда есть трос, лопата и даже топор. Этот водительский набор просто необходим, ведь застревал нынешней весной уже не раз. И это несмотря на то, что у него внедорожник. Лопату еще возим. А для чего топор нужен? А топор мелкие деревья порубить, подложить под колеса, чтобы выехать. Нынешней весной в негодность пришел всего-то 300-метровый участок, но этого оказалось достаточно, чтобы отрезать поселок от внешнего мира. Этот участок дороги отремонтирован. Точнее, ремонт здесь был осенью прошлого года. Уже сейчас можно наблюдать колеи с полметра высотой, грязь, и проехать здесь могут УАЗики, и только
в сухую погоду. В течение нескольких дней даже возникали проблемы с поставкой продуктов питания. А вот про автобусы до районного центра люди давно забыли. А качество ремонта вызывает вопросы. И завозили они глину, Саш, откуда? Где-то тоже рядышком тут. Завезли, ну и что? Они ее положили свежую, а сверху ПГС-то практически не положили. Проблемы появились и у медиков. Тяжело больные сами стали отказываться от поездки в больницу. Если с инсультом, то вы сами должны понимать, что такие больные могут даже и не доехать до округа у нас. Острый живот. Как вот везти такого больного до центра? Конечно, это очень опасно. Детей как везти? На ремонт 2 километров Сёвинской дороги в прошлом году было выделено около 4 миллионов краевых и местных рублей. Работы были благополучно приняты, и дорога простояла ровно 1 сезон. Сейчас, по словам главы района, восстанавливать недоделки будет подрядчик и за свой счет. 15 сантиметров основания, плюсом 15 сантиметров будет ПГС. Тот, который, значит, речной, тот, который соответствует техническим требованиям. По словам же Александра Черногузова, обещание восстановить единственную дорогу до поселка слышат уже не первый раз, поэтому обратились с жалобой в надзорное ведомство. После проверки инспекторов ГИБДД чиновники гаинской администрации уже понесли административную ответственность. Теперь у них есть 10 дней, чтобы устранить нарушения. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Каричком Пермяцкая детская библиотека лишит исчелять понда проект. Андрей Зубов не мочилядла библиотека актиса семьяез, когда быттана и воспитывает на ограниченной возможности запиезас. Библиотека лакожналом неделя, татыш уджалище злашет и сочилять понда бур кожин. Мучалися кукольный спектакль. Моток пряжи нема сказкан, участвует и совелочищез. Не агажет и совиджатищезас, быт коть аканнизан. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, забрела ты далеко. Керн челядёклыш олан кокнирджикан да гажажикан думайте на библиотека рез ашнес. Главный библиограф гижис особо читать понда проект, когда вермис Пермской краин парализация ланцентрич в проекте сколасын. Вся суть проекта в его названии «Дети одного солнца». Любому ребенку нужно общение, а для особых детей с ограниченными возможностями, очень важно развивать себя, самореализовывать, и для этого им нужно получать информацию и уметь ей делиться. И очень важно для них общение с другими детьми. И главная цель нашего проекта – это как раз-таки объединить особых и обычных детей, создав для них единое пространство для их самореализации, общения и времяпрепровождения. Проект пондас уджавный нёли месяц. Сырамка спычкан чулалася мультилекторий, декоративно-прикладное творчество, шорты, мастер-классы, конкурс «Разноцветное детство» и челядь понда фестиваль, когда вылынкераса и тоггез. В рамках проекта мы создадим на базе детской библиотеки игровую зону. Игровая зона, так называемая предметно-развивающая среда, включит в себя не только место для чтения, где родители с детьми смогут прочитать книги, пролистать журналы почти в домашней обстановке, но и окажет игровую терапию на детей. Это же нетрадиционный метод до творческой учпырет. Библиотека ищ уджалищез, каси разоротно ограниченные возможности запезлищ унак уже мез. Медбы олан быться чомкага. Чувствуйтесь ашес полноценной личностью. Ирина Патуева, Алексей Быков. Вести, Кудымкар. Это было мианталом БДС велич панташама ашин асывнас. БДС борса тиянла. Аджишлтадж.